Дети войны. Война застала их и в столичных городах, и в маленьких деревнях, дома и в гостях, в пионерских лагерях, на выпускных вечерах, на переднем крае и в глубоком тылу. Наша героиня узнала о начале войны в городе Ижевске. Карандашова Нина Николаевна родилась в деревне Верхний Люк Завьяловского района Удмуртской республики. Судьба распорядилась так, что она всю свою жизнь проработала педагогом Валепильгинской школы. Именно Нина Николаевна создала музей «Малая Родина» в этой школе, отдав ему свое сердце и душу. В нем она рассказывала школьникам об истории родного края и о боевом пути наших земляков к победе. Проводя уроки мужества, организовывала встречи с ветеранами. Большую часть материалов она черпала из писем и документов. За добросовестный и долголетний труд Нина Николаевна награждена многими правительственными наградами. Но самая большая награда – признание односельчан и выпускников. Началась война. Вот что, когда мы говорим о войне, что вы вспоминаете? Нина Николаевна, Вот такой что вы вопрос. помните, когда началась война? Нет, начало мы в 1938 году прибыли в Ижевск. И этих тарелок не было на нашей улице. Мы не слышали, даже и объявление было. Ну, взрослые, наверное, люди знали, а мы нет, не знали это. Я только говорю, в декабре месяце только мы, как улица, узнали, что идет война народная. Только в декабре, потому что мобилизация от нашей деревни, с нашей деревни мужиков, это была вот где-то в декабре месяце. Началась в декабре месяце, да, мобилизация у А? вас? В декабре месяце началась мобилизация у вас? Да. Если вы помните. Вот мы тогда и узнали, что это такое страшно происходит. Вот, подъезжают эти деревенских мужиков привезли на 5-6 санях. Это зима, лютая зима была, очень, зимы очень лютые были тогда. Вот. Но родители дома были, и отец дома был, а мамка всегда дома бывает. И разгружают вот эти сани-то разгружают, бабы развязывают шали, а мужики тулупы и выходят из саней. И начинается самое страшное. Вот это я слышу до сих пор. Вой, вой такой, бабы, Плачут. да. Визжали буквально, не плакали, а вой был. И это люди-то из домов, кто близко-то жил, так они выглядывали, что там случилось. Вот мы и узнали, что их повезли вот из нашей деревни, в том числе вот мой дядя, мамкин брат, их повезли за пруд, в Колтаме были лагеря. Вот так. Вот это мы уже узнали, что правда это так. Здесь везли в Можгу, вот это по воспоминаниям. На сборный пункт. Да. А там было на Колтаме, да? Да. Сборный пункт там был, да? И учеба там была уже. Ну, все, обучали, да. Все уже. 100 с чем-то часов учебы было всего. Ну, бабочки, вот тетка у нас, вот она приезжала, у нее детей не было, так она приезжала часто, стрепуха такая была, целый вот такой привезет лукошко, шаник напечет, всякой всячины. Вот. Ну, мы, конечно, лакомились вот так. И она приезжала часто, 35 километров наша деревня была от города. Нина Николаевна, а вот что изменилось, когда вы узнали, что началась война? Вот как вы это сами вот почувствовали ребенком? Просто интересно, глаза вытаращили мы. Что там происходит, это раз, никого не слыхивали мы, тем более этого тарелок-то у нас не было. Последнее известие. Отец у нас не говорун был, его сразу на завод мобилизовали, он на заводе работал. Вот. Нет, ничего такого. Мы только... А как-то жизнь-то изменилась ваша? Ну, как не изменилась? В первую очередь,
где-то в районе лесозавода, я даже не поняла, часть стояла там или нет, но молодых парней вот уже маршировали, они маршировали да? и Готовили, да? Готовили, да. Они с винтовками идут, честь по чести, а мы же такие лупоглазые еще, нам Маленькие интересно, дети да. были, И вот взяли палки и тоже, и песни поем: «Эй, вы поля, зеленые поля, Вместе с красной ними, да. кавалерии, садись на коня». Вот, и за ними мы тоже шагали. Вот это, считайте, Гурьбой, да? сколько, да. Это ребята быстро, это собирались быстро очень, какая-то у них телефонов не было, а что собраться надо, что интересно. Это потом рядом с нашей улицей, вот так, у нас конец улицы, речка Глинка называется, она зимой это растаивала. Мы кататься учились на коньках вот на этой речке. И вот потом большой тракт очень. И мы здесь живем по эту сторону, а на той стороне лесозавод. Все там это работал, этот лесозавод. А перед ихними воротами была большая железнодорожная трасса. Везли Ветская всех. железнодорожная, да? Все. И через нее проходили составы, Составы. да, Нам с было, вооружением, да, нам наверное, всегда было. интересно было, особенно мальчишки, так они рады на вагоны залезть и даже. И вот они всегда считали, парни, ну солдаты все молодые в основном были, и это открытые, ну, если лето, так не зима была, так Платформа открытая. вот. Дверей не было в вагоне, а только перекладина. Вот парни так Стояли. смотрят. А мы следом бежим, а мальчишкам интересно, сколько погружено на этот танков, пушек. Это они счетоводы такие были, мальчишки. Ну, а у нас что в карманах было, кроме этой, как это, подушечки-то, конфеты-то были, леденцы. Вот, больше у нас ничего не было. Монетки собираем, эти, покупаем эти конфетки и кидаем этим ребятам. А мы еще не думали, что они, куда едут они, что с ними будет. Этого не было, просто... Ну, вы еще по молодости просто не Да, понимали. да. А у вас отец был призван или в армию, или вот Нет, он, видимо, не забронирован на не лесозавод, не да? попал, По не броне, попал. да. Он приехал устраиваться на работу, вот так. И раз надо на танке какую-то ленту они крутили. Ну, делали, в общем, продукцию для военных Да. промышленности. 3 смены они Работали. работали. И удивительно, мы на практику пришли уже в институте, где это сталь выплавляют, потом нас по соседним этим проводят экскурсовод. Смотрю, цех 16. Ой, у меня, говорю, отец в этом цехе работал. А как у него фамилия? Сказала. А оказывается, мы остановились у станка, где работал вот этот Ой, Николай Никифорович. Вы не знаете, вот во время войны что-то делали, например, мамы, вы, бабушки или кто-то для фронта, ну, например, вот, носки, варежки, может, вязали. Не в курсе, не знаете об этом? Ну, Вас детей не привлекали к этим работам? Нет, не привлекали. Нет, мы еще были больно Совсем молоденькие. маленькие были, Да. да. Потому что в 1 классе, вот, в 42-м году сразу нас вот подключили, во-первых, мы священную войну петь начали сразу. Сразу, как она появилась, линейка утром, все только Логинов запевает, мы припев поем. Это директриса тут же жила, она выйдет, посмотрит, сели, хорошо себя ведут, такая строгая была, вот, Мария Дмитриевна. И все, вот это начало учебного года у нас было. Не дай Боже, кто опаздывал, она, как, не знаю, через лупу какую видела, что считала, очень строгая была. Вот так. А чем вас кормили?
кормили, кормились, а да. вот я про тетю Шуру говорила, что техничка у нас была, она и вожатая была, и техничка была, и кормилица наша. Вот. Ну что вы готовили? Чё Не готовили? помните? Вот если ломоть такой, да, полломтя, это одному Обрезать. человеку. Это Да. каждый день вам давали, да, в Каждый школе? день это. Потом стакан чая, где чайная ложка сахара была. Чем заварила, я не знаю. Вот. И потом пюре. Все время пюре. Каждый день пюре. Сегодня морковь толченая, потом картошка. Ну, чего могли, того и натолкли. Вот мы вот так. Так мы обедали. Мы очень рады были, что нас хоть так Ну, кормили. конечно, конечно. Я А еще... вы играли как-нибудь? Или вот вы всегда вы думали, что идет война, что где-то там воюют, что нельзя веселиться? Мы пока не узнали о Зое Космодемьянской, мы вот эту картину не представляем. Потом какой-то фильм, то ли «Радуга», что ли, был такой, партизанскую женщину с ребенком, как их расстреливали, это, бросили туда, вот картину эту помню. Вот. А так мы не представляем. А вот про Зою Космодемьянскую вы вспомнили, как вы об этом узнали? Кино Про- нам сразу. А, кино вам показали? Кино А не в показали. газете, да? Нет, какие газеты? Мы не читали их. Нет, нет, Тогда кино нет, было. нет. А вам такие Ну и сводки не давали учителя, не рассказывали, Да. где воюют Да. сейчас, какие Бои достижения? идут, да, что... Ой, нет, потери? нет, даже вот Или вы еще Ленинград, маленькие блокада были? Ленинграда для нас была чем-то глухим, как будто вот так из больших Издалека. заборов какие-то звуки доносятся. Не знали, пока на квартиру вот, рядом со школой были двухэтажные такие бараки, и в один барак поселилась ленинградская женщина, инженер заводской, и привезла она сына Женьку Миронова. Вот так на эту квартиру поселились. Мать мы не видывали, она уходила очень рано, приходила поздно, мы ее не знали даже, что есть мать. А Женька-то в 6 классе учился, а мы-то, слава богу, в 4 классе учились тогда. И вот. А кто тогда вас воспитывал? Это ваша мама уходила с утра или у Женьки это? Нет, у У Женьки. Женьки, да? Ага. А моя мама дома была, мы одни, ну, понял, да. 3 девчонки Три у нас девчонки, были, понял. одноклассницы. У вас много Все детей было? соседки они. Так, и вот мы, и Женька 4, вот мы, и пока бабушка работала, она в клубе, это пропускала людей, это на фильм. А мы вот вчетвером развлекались. Все одинаково, почти каждый Божий день одинаково. Как эта сказка-то называется? «Красная шапочка» Ну, с есть. этим волк-то. Да, Волк. Бабушка, ты зачем у тебя зубки такие, да? Да, да. Вот я была этим за автора, я читала. Потом Женька был, наверное, кто-то Волка. один волком был, другой Валька, наверное, Красная была шапочка. бабушкой. Вот так. А красная шапочка Юза была. Вот и мне так хотелось где-нибудь узнать, вот, может, живые они, наверное, вот так. И я из этого интересуюсь. Если 14-я школа, она вот так через дорогу, это наша школа, а через трассу, вот 14-я школа, что-нибудь это, хоть число не перешло от нашей школы туда, вот это надо где-то узнать. А скажите, вот когда вы во время войны приходили ли с фронта, ну, вот тот, кто воевал, скажем, раненые уже или контуженные, вот бывало такое. Ведь бывало так часто, что человек получил ранение и пришел домой к родственникам, нет, вашим город-то ребятам. такой ведь был такой раскидан, там бараки, там старые дома какие-то. Да. Ну, такого тоже не помните, да? Нет, То есть- такого нет, не помню. И одноклассники не говорили, да, что они письма, например, получили с фронта? Вы же раз в Не школе учились рассказывали? вместе, ведь в одном классе, наверное, общались, разговаривали об этом, нет? Мы самое главное, что сделали для это, ну, у нас Федосия Петровна как куколка была, маленькая, кудрявенькая, беленькая. Вот. Как она нас заманила. И оказался в классе Витька Шлюхин.
вот на соседнем поселке он жил. Он заядлый читатель был, вот он учитель у нас был. Мы от него все время, Вить, дай, принеси вот эту книгу мне все, вот мы заразились от него. Потом в конце 1 класса пришел Коля Подгорных. Он еще чище его с 1 класса в 3 класс сразу посадили, настолько он умный. Говорят, что он техникум в Ижевске закончил. Кто видывал его, не знаю даже. Вот так мы и заразились, кто такой пограничник Карацупов, Жульбарс, вот это. А чуть-чуть попозже вот появились фильмы вот «Родина» про партизанку эту, потом слухи до Ленинграда дошли. А Ленинград мы как узнали, когда сняли блокаду, все, мать раньше времени пришла, раз, собрали пожитки, и мы их пошли провожать до вокзала, вот эти трое соседи девчонок, вот так. И все время мне хочется узнать, живет Женька или нет. Он в 6 классе тогда учился. А недавно я читала что-то информацию, что после снятия блокады началось это воровства очень много. Вот. Заметку такую. Вот, банды такие появились в таком городе, Так. На нашей улице жили 2 ленинградцев. Это муж на Ижевске работал на заводе, а тетя Клава, она домашняя хозяйка была. Но мы, конечно, мы радехоньки, она обязательно нас чем-нибудь подмазывала. Мы что-нибудь поможем ей, что-нибудь принести, то все. Вот на нашей улице. Дом, говорит, стоит до сих пор этот. Ваш дом? Нет, вот этой тети Клавы-то. У нее дочь фронтовой доктор. Вот, дядька, вот у мамки старший брат, дядя Александр, вот, она помогла ли как этого человека в 25-ю школу привезти, долечиваться. Вот так. Вот от него мы узнали вот эту штуку. Значит, дослушайте уж, раз я... Он очень рассказчик, такой выразительный дядька был. Детей у них не было, все ругал тетю. Тетку, говорит, пчелка мне не носит, ребят. Вот. Он стоял на посту. Зима ведь, зимы-то страшнущие были, очень холодные, очень холодные. Вот. А без приказа командира не имеет права часовой оставлять пост. Солдат-то по приказу дальше продвинули, а ему никто не сказал. Забыли, да. И вот он с такими ногами, когда, говорит, ботинки снимали, у него кожа вместе слезала. Вот. Обморозил. Вот. И вот Тамара его помогла привезти к нам сюда, на родину. Так что 1000 раз. Ну, потом мы уже ходили в госпиталь, эти все же каменные школы были. Госпиталь? 24-25 школа, особенно 20. Я в 25-й училась, значит, 24-я первая школа была. На советской она и сейчас. И вот почему я тебя ругать буду. Потом Почему будете надо ругать. было, вот в эту школу надо было ребят свозить, надо было, потому что у них самый первый был краеведческий музей, вот такой армейский, не у нас, а вот в этой школе. Ну, там госпиталь был Там во время и войны, да. госпиталь, и вот на основе и госпиталя всего, вот рассказов очень много пишут про них. А вы А вы случайно ходили, да. да, Помогать не вы ходили? помогали вы туда, бегали в этот Или госпиталь? письма писать, Да. может, Не в помогали? этот, а я не знаю, в какую мы школу ходили, я не знаю. А бегали, как не бегали, письма читали, кто умел писать, писали. За И солдат, да? это, Письма, да. Потом будто бы артисты были. Это, у Самодеятельность меня была указывает. песня, как это, «Ой, ходила дівчина бережком, ой, ходила дівчина бережком, загинула селезня батюшком, загинула селезня батюшком». Я до конца ее знаю, эту песню. Из-за этого стали обзывать хохлей. Кличка у меня появилась, имени не было, хохля и все. Они радовались вам, вот раненые?
Так ведь всякие тяжелые, всякие были. Конечно, конечно. Они гуляли по городу в таких в одеждах-то, таких больничных. Больничные халаты, да? Да, да, да. Есть, мы на кладбище ходили. Это в Ижевске есть кладбище, где захоронили вот да, этих раненых. Погибших раненых. Да, раненых. Как же это называется кладбище-то? Северное. Северное кладбище, Северное, да. по-моему, да. Северное кладбище. А вы помните, как вы узнали о победе? Когда вы вот учились в школе, кто-то вам сообщил об этом? А как-то по улице, как волна пробежала. По улице, По да? улице. Ага. 24 дома у нас улочка небольшая была, да. Вот так. И кто-то бежал и рассказывал Бегали, об этом, да? бежали просто. Ага. Кричали, Просто что- бежали и кричали. что Ребята победа, кричали. победа, да? Взрослые не кричали, а мелочь вот эта. А взрослые как это приняли это, восприняли? Ну, кто ревел, кто чего делал. Плакали, да? Да. Мгм. Вот вой, вот тот первый вой декабря, до сих пор у меня в ушах, до сих пор. Другой что не услышу, а он у меня звенит до сих пор. Вот А как-то после так. вот победы, наверное, сразу люди стали приходить, да, с фронта, там, Да. отцы, деды, Да. мужчины, одним словом, те, которые воевали. Вот дядя Саня-то я про это говорила, он пчеловод отличный, гармонист отличный, язык Вот. у него подвешенный. Одним очень словом, он было пришел с хорошо. войны, да? И домой пришел, детей у него своих не было, но рассказывать он мака был. Он рассказывал вам про войну. Про войну больно нет. Они не любили рассказывать. Это рассказывали, кто хвалится, что-то. любил, да. Это. А Вот про фронтовики это. не рассказывали, Нет, да? нет. Нина Николаевна, а еще вот, смотрите, вы послевоенные годы помните, как вы жили? То есть, как питались, как одевались, как общались? Как люди, чё, как? Ничего особенного, да? Да, вот в старших классах, например, у меня есть 2 фотокарточки, вот у меня с Машкой мы вместе дружили. Так, мы формы шили сами себе, сами шили. То Вот есть так. одежду сами шили? Да. Вязать нет, вязать мамки не разрешали нам. Там талант нужен был. Нина Николаевна, а вы вот о чем-то мечтали? Какая у вас была мечта? Что вы хотели? Какие были у вас? Вот я найду книжку, 2 дня искала, маленькая книжечка такая. Стих у него называется «Труд». Ну, Советский поэт. писатель, ну. Вот. Так вот он, самое главное, что за это время мы чему научились, и во время войны мы же тоже работали. да, трудились. Дома все, да. картошку садили, потом эти крапиву собирали. Мальчишки, конечным делом, шихтой увлекались в это время в начальной школе. А шихта, знаете, что такое? Значит, железнодорожный угол, тут Уголь. солдат отправляли на фронт по этой Увинской дороге. А немного отходя, там разгружали эту разбитую технику военную во время войны. И они, сколько вот у нас Шурка, так, почти ослеп, вот такой соседский парень. Они Ну, то же есть все они, там ковыряются. безобразничали, Да. нашли, да, Они не бездельничали. Им почему-то нужен был этот свинец. Зачем? Я знаю, зачем свинец должен быть. В нашем классе был только Знаев. У него отец охотник. А охотник шкурки приносил. И вот такие маленькие шкурки это сыночек приносил нам. Потом мальчишки приносили свинец. Свинец плавили, из него монетки делали, дырочки проделывали и прицепляли. А потом Играли. так вот В игру играли, да. и играли, вот так подпинывали, кто больше раз. Да. Я пыталась у Васьки Глебика, говорю, давай попробуем. Я ему сделала эту игрушку. А у нас вовсе это было, вовсе играли. Вот так. И никто не охранял, что ли, я не знаю. А вообще, вот, нет, я-то спросил, а вот о чем вы мечтали-то тогда? Вот была же у вас какая-то мечта? Так, наверное, была. Сейчас уж не помните? Сейчас уже
что Ну вот а сейчас о чем мечтаете тогда? еще маленько пожить. Правильно, правильно. Маленько пожить, ага. Чтобы здоровье было еще пожить, да. Самое главное сейчас мечта какая, что немножко крен в нашей жизни немножко не в ту сторону идет. Так ведь, да. Вот. Нина Николаевна, вы очень интересный человек, увлеченный, неугомонный. А вот что бы вы пожелали новому поколению? Может, Которому? нам, Ученикам, Молодежи, да. ученикам, или учителям? Учителям тоже. Ну да. Вот. Учителям, вот Пашка Максимов был, Мгм. такой у нас встреча была, и вот он задает мне вопрос. Говорит, Нина Николаевна, а учитель должен быть психологом? А ты как думаешь, говорю. Вот это недавно, незадолго перед смертью его. Вот. Конечно, должен быть психологом. Он должен по глазам, по мимике, по поведению, по всему как-то находить подход. Вот такая штука. У меня эти ребята баловали на уроках, было дело. Сашка Зорин, эту свою, что делал он? Воткнет сюда чего-то, что-то у него тут висит, там что-то под коленками, что-то там еще шунается. Урок идет, и А он музыку слушает. он заряжает это. Как же я его все время обрывала, бесполезно. Все равно 5 минут, Санка опять в стих. А вы вот таким вот детям, что бы пожелали-то вообще-то? Вот на будущее. Вот есть у вас такое какое-то желание большое такое? А вот ребята мне сами ответили, где Артем учился, вот Артем Ну, Загуменнов, да. да? Вот у нас какая-то в школе встреча была, и ну, мы же ворчать любим, учителя, все равно это любим, что-нибудь, все нам не ладно. А я придирчива иногда бывала, они обижались на это, жаловались даже. Что-то Нина Николаевна, что в книге написано, она почему-то По-другому рассказывает. По-другому рассказывает, это не так. Вот. А что бы вы хотели? А что бы вы хотели вот на этом собрании? Они уже выпускники были. Так, кто-то подсказал, что я сказала. Я говорю, самое главное мне от вас надо, чтобы вы стали людьми, самое главное. Голову повесили, вот так и сидят. Вот так. Что-то поняли, наверное. Чтобы побольше молодого поколения росло взрослее, а не балуя вот так. Много ведь бездельничает, что парней, что девчонок, так ведь, да. Девчонки еще хуже, мне кажется, разбазариваются, иногда мне так кажется. Ну, потому что меня всегда говорили, и сейчас вот, когда встречи у нас бывают, так, вы всегда только мальчишек любили. Конечно, говорю, мальчишек. С ними хоть матерись, хоть кулаком стукай, он все равно поймет. А девчонки капризные, надуются, так еще что-нибудь